Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Шейхушара. Я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях сегодняшнего дня. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. 10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Замдиректора Росгвардии Олег Плохой посетил базу специального отряда быстрого реагирования МВД. В музейно-выставочном центре Тамбовской области закрылась выставка, посвященная Отечественной войне народа Абхазии. «10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Этот праздник всех, кто посвятил свою жизнь служению народу, закону и отечеству. История абхазской милиции насчитывает 102 года, и за все это время сотрудники МВД не раз проявляли профессионализм, мужество и героизм. В честь праздника в Сухуми прошли торжественные мероприятия. Репортаж Алики Трапш. Торжественное мероприятие в честь 102-й годовщины МВД Абхазии началось с возложения венков у мемориала славы в Сухуми. В дань памяти героям, воинам, сотрудникам МВД Абхазии, погибшим при исполнении служебного долга, цветы были возложены и на Строевом плацу в здании МВД у мемориальной стены. Министр внутренних дел Роберт Киут поздравил коллег с профессиональным праздником, отметив важность работы правоохранительных органов. Органы внутренних дел выполняют свою задачу по обеспечению правопорядка наших граждан. И, соответственно, я скажу так, выполнять ее достойно. Что можно, наверное, скорее всего отметить. Хвалить мы себя не будем, но в то же время наши граждане сегодня имеют возможность ощутить ту безопасность и тот покой, который происходит в стране. Вы видите, что ежегодно у нас в стране увеличивается количество лиц, пребывающих с целью отдыха. Этот год, как и все предыдущие, были рекордными. И этот год не отстал. Так, и с учетом этого мы можем статистически подводить итоги и говорить о том, что у нас на самом деле стало гораздо стабильнее благодаря ответственности и той работы правильной, нужной, которую сегодня сотрудники органов внутренних дел осуществляют в повседневной своей рабочей жизни, так скажем. И, соответственно, мы стараемся улучшить их бытовые условия, улучшить техническое оснащение, что нам позволяет, в принципе, сегодня более лучшем, таком, как скажем, более объемном порядке осуществлять ту задачу, которая перед нами стоит. И во всем это участвует, конечно, и руководство страны. Они постоянно оказывают нам большую поддержку в плане обеспечения. Сотрудники милиции Абхазии выполняют свой долг по защите права и законности, несмотря на все проблемы, которые существуют, отметил Роберт Киут. Самая главная наша задача сегодня – это обеспечение безопасности на дорогах. Это вот та ситуация, которая на самом деле чуть-чуть, так скажем, сложно регулируемая, потому что наши граждане пока, наверное, плохо осознают, что автомобиль является средством повышенной опасности. И я призываю всех, конечно, пользуясь случаем, оберегать себя, своих родных и близких. В целом, могу что сказать. Спасибо огромное всем тем, кто сегодня трудится во благо Родины. Я хотел бы, чтобы народ понимал, что сотрудники органов внутренних дел, невзирая на погодные условия, невзирая на время суток, всегда несут свою службу достойно. За высокие результаты, достигнутые при исполнении служебного долга, и в связи с празднованием Дня милиции, ряду сотрудников была объявлена благодарность. Они также были награждены медалями за безупречную службу. Отдельным сотрудникам были присвоены очередные специальные звания. Алика Трапш, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Во второй половине дня в Абхазском государственном драматическом театре прошло торжественное собрание в честь профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел. Вице-президент Бадра Гунба от имени президента Астана Бжаня поздравил сотрудников и ветеранов МВД. В поздравлении выражена благодарность сотрудникам милиции за работу, мужество и самоотверженность в деле служения Республике Абхазия. Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем милиции. Ваша работа по защите общественного порядка, обеспечению безопасности наших граждан и борьбе с преступностью неоценима. Вы стоите на страже закона
и рискуете своей жизнью каждый день, чтобы обеспечить мир и порядок. Ваша преданность и смелость заслуживают глубокого уважения и признания. Особую благодарность выражаю ветеранам органов внутренних дел за их неоценимый вклад в развитие и становление современной милиции. Ваш опыт и знания имеют огромную ценность для молодого поколения сотрудников МВД. В этот день мы отдаем дань памяти сотрудникам, сложившим свои головы в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Более 300 сотрудников МВД принимали участие в боевых действиях, из которых 41 погибли, защищая нашу Родину. За проявленный героизм, мужество по защите Родины и безупречное исполнение своих служебных обязанностей 132 сотрудника Абхазии, МВД Абхазии удостоены высших государственных наград. Из них 25 героев Абхазии. Уверен, что вы и в дальнейшем будете направлять все свои знания и усилия на поддержание общественного порядка, обеспечение надежной защиты интересов наших граждан и сохранение покоя в обществе. Спасибо вам за вашу работу, мужество и самоотверженность в деле служения Республики Абхазия. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и благополучия. Президент Аслан Бжаня, 10 ноября 2023 года. Аслан Бжаня подписал указы о присвоении ряду сотрудников органов внутренних дел звания полковник милиции. Специальное звание полковник милиции присвоено начальнику управления внутренних дел по Гагарскому району Денису Айба, начальнику отдела внутренних дел по Ткварчалскому району Арсену Биджеву, заместителю начальника управления уголовного розыска МВД Риналду Чолария. Спикер парламента Алаша Ашуба поздравил с профессиональным праздником министра внутренних дел Роберта Киута, а также всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел и пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе на благо государства. Роберт Киут встретился с заместителем директора Росгвардии Олегом Плохим. Делегация Росгвардии во главе со статс-секретарем, главнокомандующим войсками Национальной гвардии Олегом Плохим прибыла в Абхазию по случаю празднования Дня милиции. Также подтверждены ранее достигнутые договоренности в области подготовки кадров, лицензионно-разрешительной деятельности и формирования правовых основ межведомственного сотрудничества. После встречи с министром Робертом Киут замдиректора Росгвардии Олег Плохой посетил базу специального отряда быстрого реагирования МВД. Его сопровождали заместители министра Руслан Ажиба, Беслан Чкадуа и Рашид Свижба. Детали в материале пресс-службы ведомства. Товарищ генерал, личный состав специального отряда быстрого реагирования Министерства внутренних дел по случаю празднования Дня образования милиции построен. Командир СОБРа, подполковник Чачхали. Здравствуйте, товарищи. Здравия, товарищ генерал. Поздравляю вас с профессиональным праздником Днем милиции. Ура! 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 В рамках празднования Дня милиции в Абхазию прибыл статс-секретарь, заместитель директора Росгвардии, главнокомандующий войсками Национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Олег Плохой. 10 ноября Олег Плохой в сопровождении первого заместителя министра внутренних дел Республики Абхазия генерал-майора милиции Руслана Ажиба, заместителей министра полковника Беслана Чкадуа и полковника Рашид Свижба посетил СОБР МВД Республики Абхазия. О работе специального подразделения доложил командир специального отряда быстрого реагирования подполковник милиции Даден Чачхали. Подполковник Чачхали рассказал об организации боевой подготовки в подразделении, работе культурно-досугового центра для личного состава СОБР. Заместитель министра внутренних дел Рашид Свижба, курирующий работу данного подразделения, отметил, что личный состав СОБР не только охраняет общественный порядок и активно участвует в борьбе с преступностью, но и выполняет важнейшие задачи по поддержанию правопорядка на территории Республики Абхазия.
Статс-секретарь, заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Плохой осведомился об имеющемся на вооружении спецотряда оружии и обмундировании, пообещав оказать содействие в данном вопросе. Генерал-полковник Плохой поздравил личный состав СОБР с профессиональным праздником Днем милиции, пожелав бойцам здоровья и благополучия. В завершении встречи руководству и личному составу были вручены памятные подарки от Росгвардии. Создана комиссия по организации похорон заслуженного деятеля искусств Абхазии, кавалера ордена Акт-Абша 3-й степени, ученого-фольклориста, музыканта, хормейстера, ветерана Отечественной войны народа Абхазии Ивана Сафаровича Шамба. Возглавляет комиссию исполняющий обязанности министра культуры Динара Смыр. Прощальная церемония с Иваном Шамба пройдет 11 ноября в доме учителя в Сухуми. Траурный митинг начнется в 13:00. На Иверской горе завершился первый этап реставрации Накопийской крепости. На данный момент восстановлены главный вход и стена, примыкающая к первой боевой башне. Работы были начаты в прошлом году. На эти цели было выделено 8 миллионов рублей из бюджета заповедника. Реставрацией крепости занимается компания из Ингушетии. Второй этап работ планируют начать в этом году. Отреставрируют воротную башню, внешние и внутренние фасады, оборонительные сооружения, расположенные в городе Новый Афон на Иверской горе, наиболее сохранившиеся древние укрепления Восточного Причерноморья. Постройка крепостного сооружения относится к IV-V векам. Раз мы этот участок, здесь сегодня такой торжественный день, который нужно, как древние римляне говорили, отметить белым камешком. Этот день надо запомнить. Это очень большой день, потому что в эту крепость, как она была построена в VI веке, никто не заходил из завоевателей. Она выдержала, прошло время, она стоит, и в свое время, как вы знаете, как здесь вот рассказывали тоже, она была не только главной крепостью абазгов, но и первоначальной столицей независимого Абхазского царства. Команда из Абхазии принимает участие в 18-м межгосударственном слете юных инспекторов движения, который проходит с 4 по 17 ноября в Краснодарском крае во Всероссийском детском центре «Смена». Нашу команду представляют учащиеся Сухумской средней школы номер 1 имени Баграта Шинкуба. Сопровождают школьников сотрудники Минпроса и МВД. 30 сентября, в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии, в музейно-выставочном центре Тамбовской области открылась выставка «Мы шли на смерть, чтобы жить», подготовленная Министерством культуры нашей страны, Музеем боевой славы имени Ардзенба и Тамбовским областным краеведческим музеем. Экспозиция выставлялась 30 дней. На закрытие выставки поехала делегация из Абхазии. О том, как прошла поездка и какие впечатления выставка оставила у жителей Тамбова, в репортаже Рады Чачава. Обширная историко-документальная выставка «Мы шли на смерть, чтобы жить» открылась в музейно-выставочном центре Тамбовской области 30 сентября, в День Победы и независимости. В композиции были представлены фотоснимки, охватывающие не только период Отечественной войны народа Абхазии, но и 2008 год, когда независимость нашей страны была признана Российской Федерацией. Абхазская делегация от Государственного музея боевой славы отправилась в Тамбов, чтобы поприсутствовать на закрытии выставки и встретиться с российскими коллегами. Прежде всего, я хочу поблагодарить с тамбовской стороны людей, которые организовали эту выставку и вообще проявили интерес к нам, к нашей беде, к нашей войне. Все материалы собирали мы совместно выставляли выставку там, собирали мы и отправили в Тамбов. И они ее распечатали, оформили и провели эту выставку. Она шла ровно 30 дней, то есть открылась выставка 30 сентября, что символично они открывали ее в День Победы. И шла она до 30 октября.
И мы, естественно, с нашей делегацией ездили ее закрывать. Как рассказал Артур Лакрба, делегацию из Абхазии в Тамбове встречали очень тепло и радушно. Взаимодействие с коллегами прошло продуктивно и успешно. Он отдельно подчеркнул, что директор Тамбовского областного краеведческого музея Андрей Челикин присутствовал на праздновании Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии в Сухуме и вместе с коллегами был рад принимать делегацию из республики. Первый заместитель гендиректора корпорации развития Тамбовской области Безукладова Ирина Юрьевна, также, директор областного краеведческого музея Челикин Андрей Игоревич. Это люди, которые проявили интерес, изъявили желание и совместно с нами провели выставку в Тамбовской области, где они познакомили граждан Тамбова и Тамбовской области с конфликтом 92-93 года в Абхазии. Делегация из Абхазии не только посетила закрытие выставки, но и привезла тамбовчанам фильм, посвященный Отечественной войне народа Абхазии «Откровение» авторства Тенгиза Джопуа. Фильм стал победителем конкурса сценариев Минкульта Республики. По словам Артура Лакрба, тамбовчане с интересом отреагировали и на выставку, и на фильм. Многие граждане Тамбова, пришедшие на выставку, зашедшие туда, кстати, были такие, которые просто случайно зашли. Да, и многие граждане даже не знали о том, что этот конфликт существовал, что Абхазия с Грузией, у нас было вооруженное противостояние, не говоря уже о причинах и обо всем, обо многом другом. И побывав на выставке, они не ушли равнодушными, потому что после просмотра фильма, который мы туда повезли, то он вызвал как раз эмоции у зала в Тамбове. И после фильма, после просмотра фильма, и были вопросы со стороны посетителей, которые даже и не понимали, а что, говорит, Грузия от вас хотела. И пришлось объяснять, рассказывать, отвечать на эти вопросы, начиная с зародыша конфликта. На закрытии выставки присутствовали не только сотрудники Тамбовского краеведческого музея и делегации из Абхазии, но и представители местных тамбовских властей, в том числе министр культуры Тамбовской области Юрий Голубев, представитель администрации города и городской думы. Нас встретили с хлебом, с солью, нас представили, дали нам слово, мы тоже рассказали более развернуто, подробно, но постарались, конечно, учитывая время, как можно было подробнее раскрыли темы выставок, то есть периоды нашей войны 92-93 года. В Тамбове обучается большое количество студентов из Абхазии, которые также присутствовали на церемонии закрытия выставки. Наши студенты себя чувствуют там очень хорошо, к ним относятся как к родным, с большой любовью, с большой бережностью, как за малыми детьми смотрят. Сами студенты, мы с ними встречались, наши ребята себя чувствуют хорошо, они уже освоились, у них уже там появились друзья свои. Ребята выступили тоже на презентации, рассказали о себе, о своих трудностях, о своих радостях, о своей любви к Тамбовской области и к Тамбову вообще как таковому. И встреча прошла очень хорошо. И с нашими студентами, и мы за закрытие выставки. Как рассказал Артур Лакрба, в дальнейшем планируется принять Тамбовскую выставку, посвященную Великой Отечественной войне, в стенах музея боевой славы в Сухуме. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. 14 ноября в 18:00 в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии откроется большая персональная выставка абхазского художника-живописца Бориса Ашуба «Лучи солнца». Экспозиция в 2 залах ЦВЗ представит работы художника разных лет. Выставка будет доступна до 24 ноября. В
В селе Баслав Хачимчирского района открыли футбольный мини-стадион. Жители села несколько месяцев назад обратились к руководству страны и депутату парламента Виноре Бебия с просьбой о помощи в строительстве спортивного объекта. Поддержка государства была оказана, и за 3 месяца рядом со школой был построен футбольный стадион с искусственным покрытием, освещением и металлическим ограждением. После открытия состоялся футбольный турнир, в котором приняли участие взрослые и детские команды из сел Баслав, Покуащ, Губ и Маркула. Для проведения первого турнира жители Баслав собрали средства и приобрели для победителей наградные кубки. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Вечером дождь, гроза, местами возможен дождь с градом. Температура воздуха ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла. Температура морской воды плюс 18 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.